Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – старший механик-водитель танкового батальона имени Сергея Зорина полка Башкортостан Фрол Иванович Ефимов. Приветствуем вас. Здравствуйте. Вы сейчас в отпуске, приехали к нам из Ермекеевского района. Как вас встретили земляки? Как родного человека, как героя. Как герой в первую очередь. По большому счету, как бы я все равно постыжусь этих, если вручили, награду, я не считаю себя все равно героем. Это вот медаль за отвагу, так ведь? Да, это медаль за отвагу. Но вам ее еще не вручили, а вот должны вручить, когда вы поедете в зону СВО. По приезду на СВО уже будут вручать. Я, может, и заслуживаю этого, но люди заслуживают там, которые больше видели меня, больше видят. Потому что больше заслуживают все равно, И мне присвоили, значит, герой, да, значит, проявил мужество, проявил свой характер, не бросил экипаж, спас, вывел из-под обстрела горящий танк. Говоря об Ермекеевском районе, многие ваши земляки служат там, и пересекаетесь ли вы с ними? Пересекаемся мы на территории СВО, тоже пересекались пару раз, бывает. То есть у меня земляк тоже в нашем же батальоне прикомандирован, он на эвакуации, то есть вывозит 200-х, 300-х, тоже опасная работа очень. Газимов Ренат. Мы с ним вместе выросли, тоже, и пересекаемся частенько, то есть он в нашем батальоне сейчас в данное время. А вот вы добровольцем пошли, вслед за кем-то, может быть? Нет, мое время пришло. Конечно, супруга отрицательная, все. Тяжело в любом случае отпускать. Конечно, но мне и самому тяжело, уходить было. Куда мне 6 детей, как я оставлю, в принципе, я не знаю. На душе больно, и это. И идти надо, естественно, тоже на защиту Родины. Если я не пойду, второй, третий не пойдет, давай все не пойдем. То есть мы будем пятиться назад, а нам нельзя пятиться, нам только вперед идти. Мы ни шагу назад не сдавали и не будем сдавать. То есть нам нельзя назад идти, все, на этом. За нами наши дети, наши родственники, и наша страна, наша Россия. То есть мы за нее будем бороться. Фрол Иванович, вы имели опыт срочной службы до СВО. В армии вы были в спортроте, а сейчас вы являетесь механиком-водителем танка Т-90М «Прорыв». И вы говорили, что для вас это была мечта. Да, мечта — это мечта предела вообще, Я и никогда и не думал, что когда-либо я смогу хотя бы дотронуться до этого танка. Потому что не было у меня никакой возможности. Может, и было бы, куда-нибудь съездил в завод, я не знаю. А тут тебе не на просто танк, притронуться. Да, 55 тонн брони. Держи, брат, воюй, бей врага, что я делаю. Прям счастлив, я не знаю, даже, если честно сказать. У меня представление о технике, конечно, есть, да, я умею ремонтировать, сообразить вовремя, что сломалось, что поменять надо, что заменить надо. Такие моменты, конечно, механик, он должен знать. И наше замедление — это потеря чьей-то жизни. Нам нельзя медлить, нам надо... Команда поступает, все, день, ночь, без разницы, спал ты или не спал, кушал ты или нет, успел одеться или нет. Быстренько запрыгиваешь и только в путь. Пыль столбом, соответственно, грязь в лицо, когда грязь, там уже не смотришь. У нас есть видео, как вы по-своему модернизируете этот танк. Давайте его сейчас посмотрим. Вот я чем занимался вчера целый день. Вот такие козырьки сделал, трансмиссию, защита трансмиссии. Сюда тоже бьет сразу дрон. Такие дополнительные портфели повесил. Сверху-то она идет изначально так на башне. Арчи на точку. Тротил. Спереди так сделал. То есть на башню. Скворечники от дронов тоже. Чтоб наводчику и командиру не прилетело. А как вы поняли, что именно так нужно делать? Может быть, вам кто-то подсказал? Мы и смотрели и видеоролики, то есть
как можно... Мы изначально же не знали, что мы вообще не понимали, куда мы едем. Это, во-первых, это какой-то, ну, нонс, как-то война дронов, война, я не знаю, электроники. То есть в любом случае были одни представления, а там на месте? Да, мы не думали, что вот так дрон будет лететь, как бы тащить с собой РПГшный заряд, как бы, да, и прям выводить, ну, один дрон, и все, минус танк. Он сразу выводит, он старается бить именно вот трансмиссию, пробивать двигатель. То есть, что и со мной произошло, как бы, с моей техникой. Пробил двигатель, и все, он у меня масло сразу выкинул, загорелся, еще добавил, как бы. Я вот на особом режиме его догнал еще 3 км. То есть мне это позволило еще 3 километра от обстрела отвести машину. Ну, от машины, конечно, ничего не осталось, уже она вся сгорела, как бы обугулилась. Но мне как бы досужил спасти экипаж. Это самое главное. Конечно. И металлолом ее переплавит, сделают. Это человеческой жизни не вернешь. Но вот по поводу ударных дронов, да, вот все-таки, вот он достаточно дешевый. Дешевый. Дешевый, Самый, да. вот камикадзе самый дешевый Самый дрон. дешевый дрон. Односторонний. Да, вот он несет в себе кумулятивный вот этот снаряд Да, РПГ, да? да, РПГ. Нам нужно побольше, так сказать, идей, как можно усовершенствовать наши танки, чтобы спасать наших ребят, Да. которые находятся внутри. Не было возможности как бы приобретать вот такие рэпы. Дроновое оружие сейчас начали подставлять. Это вообще хорошая вещь. То есть можно удерживать и в это же время расстреливать этот дрон. Он камикадзе же вот так вот. И сложновато попасть 5,45. Ну что это? 30 патронов, и 3 секунды и нет патронов магазина. То есть обратно пока перезарядка, он тебя может по тебе сработать просто. Они не жалеют даже на одного солдата нашего, одного своего дрона вот этого с РПГшкой своей. У нас задача, да, уже понятно. То есть дрон летит, определенную цель уничтожить. То есть он выбирает или вражеский танк обязательно. Он не работает по этим вот нечистям, вот, которые там за линией фронта против нас, которые воюют. Да. Они вот уничтожают 8 минус танков, например, даже в день. Это очень хорошо. Вот у нас как раз есть одно видео из зоны СВО. Это прилеты по нашим позициям. Предлагаем сейчас его посмотреть. По нам был прилет. Здесь загорелся бедный. Здесь уже вон от этих прилетов все сгорело. Все обгорело. Здесь теперь полыхает. Лес. Мы только отрабатываем, как бы, и начинается вот сразу. Ну, нащупывают. Они, в принципе, у них нет корректировки над нашей территорией. Они нащупывают по квадратам, как бы. Вот мы стреляем, получается, с ЗОПа 8 километров. Они вот стараются нащупать. То есть самый ближний прилет от танка было 500 метров. Насчитывали. Тоже фосфор. В основном фосфором Фосфор пользуются. поджигает Да, металл. они подлые снаряды вот эти, как бы, мы же их не используем. Мы не используем практически кассетные бомбы вот эти. Не используем фосфор. Это запрещенное. Но вот в такие моменты, когда жизнь висит на волоске, что вы чувствуете? Да, вроде как даже ничего не чувствуешь особо. Просто Уже есть задача в моменте. Просто вот доли секунды даже вот этот прилет, тот же самый танковый прилет, они когда стрелять начинают, артиллерия их почему-то сейчас вот в последнее время не дотягивается до нас. Только танки, вот они немцы, на 20 километров у них ствол нарезной получается, на 20 километров у них вытягивает. А у нас гладкоствольный на 12 вытягивает. То есть калибр у нас 125, а у них 115. Вот. Ну, бьет прилет, там не успеваешь понять, откуда он летит, как бы. Но сейчас определяем уже как бы этот опыт есть. Откуда ждать, то есть летит свист, по свисту уже определяешь, он ближе к тебе упадет или пролетит, или вот не долетит. Но вот такие моменты уже разбирать начали, это очень хорошо. То есть мы же тоже войну не проходили никакую, как бы. Но главное, что Пошли. быстро учитесь. Ну да, очень быстро. Это второе полугодие, можно сказать. За неполное второе полугодие для себя много чего тоже освоил, как бы и технику освоил. И то не всю, и не целиком еще. Я его, да, понял. Как бы нюансов очень много. Тяжелая техника, как бы. Учиться и учиться на нее надо. Вот, чтобы действительно это оружие было в твоих руках, действительно оружием, ну, устрашать вот этих злюк, которые там
Еще на одном видео вы показываете ваш подбитый танк и ваше ранение. Давайте посмотрим. Подбитый танк пригнали. В концовке он его дожег. Пока стоял. Вот так все выворачивает, разворачивает. Вот так вот прожигает камулем. Вот. Вот это осколки, такие дырки. Я сегодня поймал осколок. 2 прилета было. Чуть без глаза не остался. Фрол Иванович, ну как произошло это ранение, и в итоге что, рана сама зажила у вас? Да, затянулось. А зашивать уже поздно было, как бы мы на боевой задаче были. Ждали корректировки. За это время она успела спечься, как бы, и ну, уже зашивать уже, как бы, ну, вроде как нормально, вот ничего не осталось. Даже не видно. Да. Ну, прошел скорость, это очень хорошо, и повезло мне. За мужество и отвагу вас наградили медалью Шаймуратова. Вот расскажите, что вот для вас значит эта награда? Для меня это гордость, как бы гордость, да. Достойно, если присваивают, значит, я достоин его носить, я гордостью это буду принимать, тем более от рук от самого Ради Фаридовича. Ну, мы поздравляем вас с заслуженной наградой, и плюс еще в зоне СВО, как мы уже отмечали, да, вас ждет медаль за отвагу. Пусть удача всегда будет с вами. И спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо и вам, что вы есть у нас. Спасибо большое. Без вас тоже никуда. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.